Японская кухня сегодня может смело конкурировать с блюдами традиционной абхазской. Только в Сухуми есть 10 точек, где готовят роллы. В их состав входит сырая рыба, и поэтому особенное внимание следует уделять процессу хранения сырья и приготовления. В кухне ресторана «Леон» нам сначала показали, как хранятся все ингредиенты для роллов и других блюд японской кухни. Когда замаринуем, маркировку ставим. Вот. 30.01. У нас проходимость большая, продукты не успевают даже и портиться. Вот. Курица может 2-3 дня мариноваться, с ней ничего не произойдет. Вот даже у нас есть такая вот таблица, как мясо, как рыбу хранить, как овощи, вот, как хранить бакалею. Важен процесс разморозки рыбы. Оттаивать она должна при температуре не выше 12 градусов. Если ускорить этот процесс, вкус и консистенция испортятся. Судя по тому, что показал Демур, в Леоне четко соблюдают все нормы на этом важном этапе приготовления. То есть его нельзя подвергать водой, например, заливать, или что он должен самостоятельно размораживаться не в теплом помещении. Рис для роллов тоже требует соблюдения всех условий приготовления. Его несколько раз промывают и варят в пароварке ровно 40 минут. Для японских блюд выбирают японский сорт риса. Мы всегда только одной маркой пользуемся, шинаки. Вот рис у нас то, что лежит. Вот все ингредиенты для роллов заготавливаются заранее, но саму закуску готовят только после заказа. Специалисты госстандарта проверили также документацию. Бухгалтер продемонстрировала в бумагах такой же порядок, как и на кухне. А в книге жалоб не оказалось ни одной жалобы. Посетителей в этот час в Леоне не было, и мы отправились в другое популярное заведение «Рину». Живописный пейзаж за окнами, интересные интерьеры, японская кухня привлекают сюда посетителей. Но, как выяснилось, повара относятся к своим обязанностям не очень ответственно. Отсутствие униформы – первое нарушение в Рине. Должны, она в стирке у меня дома. Не успел постирать просто форму. В ресторане достаточно холодильников, чтобы каждый вид продуктов хранить отдельно. Но повара предпочли сложить рыбу, мясо, овощи, бакалею и молочные продукты вместе и без маркировки. Нарушается опять товарное соседство, мясная продукция хранится. Вот видите, в каком виде. То есть оно уже опять-таки размораживалось неоднократно. Вот, следы крови на руках. И оно хранится вместе с бургерами, которых нарушается целостность упаковки. И вот, открытый есть. Вот. Затем наша команда отправилась в Апру, пожалуй, самое популярное место как среди сухумчан, так и среди гостей Абхазии. Его месторасположение и разнообразное меню с адекватными ценами привлекают сюда самых разных посетителей. Отдыхаем. Часто ходите в Апру? Ну, периодически, не часто, но периодически бывает. Что здесь нравится вам особенно? Все нравится здесь, и красиво, и приятно, обслуживание хорошее, вкусно готовят, да, и недорого. Посетители не заходят на кухню и не видят, как готовится их заказ. Вот секрет аппетита клиентов ресторана. Первое и самое главное – повар позволяет себе работать без перчаток и в верхней одежде. Почему сидит всегда подо мной, а? Да прохладно, честно говоря. Вторая проблема – качество хранения сырья. Рыбу здесь замораживают по нескольку раз. Если процесс разморозки проходит по всем правилам, то есть в прохладном месте и без использования воды, то второй раз ее заморозить можно. Главное – указать дату повторной заморозки, так как она сокращает срок годности. В Апре маркировки не делают. Вчерашний, а вы как-то отмечаете, когда привезли? Ну, честно говоря, ее вчера привезли, и работы было много, поэтому не успели, честно сказать, сделать маркировку. Маркировка должна быть, безусловно, дата должна да, стоять. конечно. Вы нам сказали вчера, может не вчера, может быть. Не контролируется в этом ресторане и процесс замены масла во фритюрнице. Журнала смены фритюрного масла нет, но невооруженным глазом видно, что меняли его давно. Это видно и по сетке, и по содержимому фритюрницы.
Беспорядок в холодильнике. Вот как видим, тут нарушается товарное соседство, колбаса, сыр, паштет какой-то тут мы видим, помидоры, огурцы, все открыто, все. Это вообще... Чувствуете какой-то запах, да, из холодильника? Ну, конечно, запах. Тут все смешалось. И сыр, и рыба, и колбаса, и помидоры, огурцы. Тут и лук, и лимон. Тут не понять. Запахи все перемешались. Конечно, они впитывают запахи. Все это сказывается не только на аромате готового блюда, но и может привести к проблемам со здоровьем. Например, молочно-кислые бактерии, попав в мясо, вызывают ускоренный процесс гниения. Правило товарного соседства не выдумка чиновников, а научно обоснованная необходимость хранить несовместимые продукты в разных холодильниках. Но несоблюдение этой нормы – самое распространенное нарушение в сухумских ресторанах. А ведь решение этого вопроса избавляет предпринимателя от проблемы испорченных продуктов, а посетителей ресторана от необходимости платить за невкусное, в лучшем случае, блюдо. Рестораны, где были выявлены нарушения, пообещали исправить все свои недочеты в ближайшие 15 дней. Мы обязательно проверим, как они справятся с этой задачей, и заглянем в другие рестораны Сухума, где подают блюда японской кухни. Чтобы телезрители знали, где можно поесть вкусно и без вреда для здоровья. Марианна Котова, Эдуард Аракелян, Абаза ТВ.